За результаты работы отрасли не стыдно. Рекордные показатели по разным направлениям. Так представил итоги работы агропромышленного сектора руководитель Минсельхоза Коми. Это плоды работы крупных и малых сельхозпредприятий, в которых сегодня трудится больше 6 тысяч человек. За особые достижения аграриям Коми вручили высокие награды. В сложной экономической обстановке их профессионализм особенно важен в обеспечении продовольственной безопасности региона и страны. Репортаж Ольги Коняевой. Исторические показатели кормозаготовительной компании. Хозяйства обеспечены качественными кормами с запасом. Площади посева в регионе увеличили на 1600 гектаров. Еще 700 введут в оборот в следующем году благодаря реализации 6 проектов по мелиорации земель в отдаленных районах. Урожай картофеля уже в 3 раза больше предыдущего, больше 6 тысяч тонн. И это не предел. Следующий год мы сделаем годом картофеля. Мы продолжим работу по увеличению площадей производства этой культуры. Приблизительно оценки следующие нам нужно нарастить до 500 гектар. Это, естественно, приведет к увеличению объема и валового производства картофеля. Появятся на картофельном рынке новые участники, новые предприятия, новые районы. Ну а крупные игроки, такие как пригородные, они заявили об увеличении площадей под возделывание этих культур. Вырос показатель удоя на одну корову – 4000 литров в год, но можем как минимум в 2 раза больше – 8300. Такой небывалый для Коми результат у межадрского хозяйства. 1100 голов – лидер по молоку в регионе. 10% всего ценного сырья производят именно здесь. Внедрили уникальную для региона технологию по выращиванию пшеницы и ячменя как питательную добавку в корма буренок. Научный подход, кропотливый труд, любовь к своему делу – вот секрет успеха. Каждый член нашего коллектива, он просеян вот как алмаз. Допустим, приходит человек 20, один из них остается, он выдерживает наши требования, наши условия труда, наши требования к работе. Интенсивность труда, производительность труда ведь у нас тоже очень высокая. Мы уступаем только Зеленецкой птицефабрике, больше никому. То есть у нас каждый человек производит больше 3 миллионов рублей в год. В отрасли региона не хватает квалифицированных кадров. Примерно 180 специалистов. Меры стимулирования подъемные от Минсельхоза, да и зарплаты в крупных хозяйствах достойные. И сельхозпредприятий у нас только больше. В поселках Тимшер и Майолдина Усть-Куломского района новые фермы откроются уже в октябре. А до конца года еще в Выжимской деревне Ластка. 4 инвестпроекта по животноводчеству в плане на следующие 2 года. Аграрии не стоят на месте. У каждого свой проект. В этом году запланировано начало строительства кормоцеха. Это как так называемая кормокухня в селе Чухлом. И хотим возобновить производство в селе Пойолдино. То есть многие знают, что в этом селе уже нет на сегодняшний день производства. У нас в планах сделать модернизацию имеющейся фермы под роботизированную систему. Помощь нашим аграриям выросла в этом году более 1 400 000 000. В первый же год новой федеральной поддержки на развитие агротуризма из 5 десятков участников выиграли 2 наших проекта. Ижемская молочная ферма «Зеленый луг» грант 5 миллионов потратит на агротуры с посещением фермы. Будут кемпинги, сплав по реке, знакомство с традициями. А в итоге ждут увеличения спроса на продукцию и расширения производства. Очень интересно, есть малые проекты, значит, будем возить их и в Заречье, и в Припечорье, да, если понятно, да. Значит, в Диюре у нас большое хозяйство, у нас гостиница, у нас большое кафе, уже все подготовлено для этого, чтобы принимать людей, да. Ну, ферма, да, они будут, ну, очень интересные чумы, ну, у нас ведь это все развито, в оленевод будут ездить, ну, маршрут очень интересный. В производстве мясной, молочной, овощной, хлебной продукции и напитков в регионе высококонкурентная среда. Крупных перерабатывающих предприятий 8. Флагман отрасли птицефабрика «Зеленецкая» запустила свой комбикормовый завод и завершила реконструкцию цеха глубокой переработки. В 3 раза увеличили площадь, открыли участок мясных консервов. Впереди расширение ассортимента сырокопченой и сыровяленой продукции. Цех готовой продукции – это основа основ, на чем мы держимся. Потому что птицефабрика и наше хозяйство, вот свинокомплекс, яичное, мясное, мы самые северные. За нами уже никого нет. Были птицефабрики в Мурманске, в Архангельске, они все не выдержали конкуренции и закрылись. И теперь только вот наша фабрика, но у нас ведь производство мяса и яйца и убыточное. И мы строим экономику за счет того, что создаем добавочную стоимость в цеху готовой продукции.
вот цех готовой продукции, то есть мы добавочную стоимость создаем, и плюс еще торговля своя. Ко дню сельскохозяйственного работника в регионе отметили наградами лучших сотрудников и ветеранов производства за нелегкий труд, преданность делу и достижение высоких результатов. Благодаря упорству аграриев в сложных климатических и экономических условиях на нашем столе богатый выбор местной свежей продукции. Ольга Коняева, Артем Соколов, телеканал Юрган.